Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air, и с вами я, Мария Крадышевская. Давайте начнем. Ну что, главная тема всех последних дней – это, конечно, холод, который стоит на территории всей Якутии уже больше недели. Социальные сети заполнились красочными видео и фотографиями, описывающими жизнь в самом холодном населенном регионе планеты. И первое видео, которым мы хотим поделиться с вами – это видео ночного Якутска. Наш Якутск зимними ночами словно застывает, становится загадочным и немного потусторонним. Таким комментарием сопровождалось это видео, и с этим невозможно не согласиться. Тем временем пилоты тоже поделились видео, которое определенно завораживает. Угадайте, где они его сняли? Конечно же, в кабине самолета. На дороге Сунтар и Лимнир заметили самых настоящих якутских бэмби. Косули нисколько не побоялись автомобиля и вдоволь попозировали на камеру. Автор видео шутит, мол, давайте выйдем и поймаем одну. Но тут надо отметить, что косули не так безобидны, как кажутся. Защищаясь, они могут сильно пнуть своими копытцами. Поэтому, если вдруг встретите косулю в лесу, будьте предельно осторожны. Тем временем добряк Антон Васильев, конечно же, не просто так ходит в лес. Там он прикормил белочку. Очень милое видео на самом деле, давайте посмотрим. Белочка, где ты, родная моя? А, вон бежит, услышал меня. Иди сюда. Надо же, девочка услышала меня. Беги, беги ко мне, молодец. Услышал меня. Иди сюда, не бойся. Иди, молодец, молодец. Вот я принес тебе. Иди сюда. На. Вот, молодец, не бойся. Вот, на, кушай. Я тебе лично принес. Кушай, кушай. Не бойся. Я тебя наложу здесь. Уйду. Ты сама кушай. Не бойся только. Все, я ушел. Меня нет. Пошла главная белочка. А? Ладно, ты. А вон еще одна белочка. А сколько здесь? Я одну звал, а у вас вон две уже. Раз, два. Белки, кушайте. Кушайте, кушайте. Я вам чудо. Белочки, вы где? Идите сюда.
В итоге на весь этот честной пир собралось аж 4 пушистых красавицы, и они с удовольствием полакомились угощением. Между тем, знаменитые якутские холода являются главным брендом республики. В это время года в соцсетях появляется множество видео и фото на эту тему. И не только от наших жителей, но и от туристов, которые приезжают к нам, чтобы воочию убедиться о слагаемых легендах про наш холод. Ну а поподробнее об этом расскажет моя коллега Галина Чекурова. Известным трендом, который пытаются воплотить в жизнь жители и гости большой республики, является фейерверк из кипятка. Данная забава иначе называется эффект Мпембе, когда горячая кипяченая вода при низких температурах превращается в ледяные кристаллы. Еще одной излюбленной традицией у жителей региона является ледяная композиция, в основе которой лапша быстрого приготовления. Отметим, что блогеры до сих пор с удовольствием соревнуются, чья же башня из лапши будет выше. Пока другие ищут оправданий не заниматься спортом, якутяне, несмотря на температуры в минус 50 и ниже, продолжают играть в футбол на улице. Идея очень проста. Это футбол. Вокруг земного шара куча миллионов, миллиардов любителей этого классного вида спорта футбол. И знаете как? В жару играют все. Зимой играют не все. Идея проста, потому что легко вышел на улицу, ворота, погода и собрал своих друзей. No problem. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развить, для того, чтобы показать, для того, чтобы сказать людям, что неважно где, в каком регионе, в какой стране ты живешь, а главное, ты играешь в этот прекрасный вид спорта под названием футбол. Футбол на холоде, конечно, очень экстремально, но заплыв в такую погоду в ледяной воде определенно ни в какое сравнение не идет с моржеванием. Отметим, что такие критические морозы наблюдаются впервые за 29 лет. А между прочим, якутские моржи не приостановили свою деятельность. Особенно излюбленным местом жителей и гостей республики в этом году стал полюс холода Оймеконский район. Оймекония – единственное место на Земле с большим годовым колебанием температур, в среднем от минус 62 зимой до плюс 39 летом. Район расположен в зоне вечной мерзлоты, глубина которой составляет более 160 метров. В селе Оймекон находится полюс холода, где была зафиксирована одна из самых низких температур в северном полушарии – минус 71 градус. И именно эта изюминка района привлекает к себе все больше и больше туристов. Даже в таких холодных точках Якутии есть свои моржи, которые каждую зиму не отказывают себе в удовольствии искупаться в реке. Обычно это я делаю ведро воды, ставлю на улице, замораживаю и когда он уже превращается в лед, обливаюсь. Но сейчас это приближается крещенские купания, я начал тренироваться уже на реке. Сегодня минус 50. Четвертый год подряд команда путешественников Arctic Trophy из Перми отправляется на новогодние каникулы в арктические экспедиции. В этот раз они преодолели из Якутска на машине 560 километров через Верхоянский хребет, находящийся в Тампонском районе, и добрались до Оймекона. Полюс холода встретил гостей 62-градусными морозами. Команда решила проехать в Оймекон, чтобы испытать себя на прочность, пройти испытания холодом и насладиться красотами большой республики. Мы посетили сначала Ленские столбы, прошли обряд благословения у шаманки в Якутии, в Якутске. Вот. И потом, поехали через Хандыгу. Ну, честно говоря, я впечатлился, мы все впечатлились.
Я знал, что там будет участок гор, там, что, ну, фотографии видел, но что он будет такой протяженный и такой красивый, ну, конечно, не знаю, это круто. Якутская зима, как бы ни говорили люди, само собой является самой суровой, но в то же время самой красивой. И если есть люди, которые думают, что в нашей республике нечего делать, то с ними могут поспорить тысячи людей не только с Якутии, но и из других стран. Галина Чекурова, Джулустан Накентьев. А на следующем видео эффект Мпемба, но уже не простой, а на фоне еще одного красивого явления – гало. Это оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Это явление обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Из-за преломления света в кристаллах гало иногда бывает радужным, а иногда оно возникает и вовсе вокруг Солнца и Луны одновременно. И это тоже очень красивое зрелище. Кстати, мы с коллегами разбирались, что это за аномальный холод и аномальный ли он вообще. Давайте посмотрим. Казалось бы, понижение температуры воздуха ниже 50 градусов мороза – нередкое явление для Якутии. Но синоптики в один голос заявляют, что в этом году температура побила многолетний рекорд. Провели синоптики анализ такой, что вот погода, которая сейчас стоит у нас на территории республики, это вот этот холод, который встал в январе практически на всей территории. Последний раз такое было в 1994 году. Однако для ученых это не аномалия, а обычное явление. Климатическая система, она немножко сложно устроена, в ней очень много случайностей. Поэтому вокруг какого-то среднего значения всегда могут быть колебания как в одну, так и в другую сторону. Конечно, хочется назвать это аномалией, таким, чего никогда в жизни не было. Ну, конечно, температура минус 50 – это не что-то из ряда вон выходящего. В Якутии такое бывает довольно часто. Из-за разницы температур между экватором и полярными регионами около полюсов Земли образуются полярные вихри. Это область сильных ветров высоко в атмосфере, которая удерживает холодный воздух вокруг арктических регионов. Устойчивый полярный вихрь циркулирует по кругу. Однако с глобальным изменением климата он все чаще имеет растянутый вид, из-за чего холода наступают в неожиданных местах. Более темные эти зоны показывают движение полярного вихря, который приносит холодные воздушные массы, примерно, значит, вот в эти области. Как раз сильное похолодание в Соединенных Штатах в конце прошлого года связано именно с неустойчивостью полярного вихря. И то, что мы наблюдаем сейчас в Якутии, глубокое проникновение холодного воздуха в центральной Якутии и еще ниже, южнее, это тоже связано в данном случае с неустойчивостью полярного вихря. Аномалия это или нет, а в помощь жителям самого холодного населенного региона планеты приходят современные средства защиты. Я не знаю даже, как это называется, манишка. Вместо маски я ее носила. Привыкла, удобно. Но вообще помогает капюшон. Я в основном маску надеваю и вот, чтобы шея не замерзла. Волчья шкура есть такая классная. Я вчера полчаса на улице провел, вообще холодно не было. Ну, теплые штаны, шарф и варежки обязательно. Ну, куртка, просто ватники. Надеваю обычно поверх обычной одежды, и все. Шапка есть в рюкзаке, если что. Это хорошая мода. Раньше девушки носили такие короткие, да, вот эти вот, с открытыми практически вот это вот. Ну и сейчас у них проблемы, у этого поколения. То есть они не могут родить просто. Все. А сейчас мода пошла такая хорошая, комбинезоны. Вот это вот, да. И красивые, и защищает здоровье. Ну а якутяне называют это явление просто крещенские морозы, за которыми непременно последует потепление, а с ним и приближение весны. И с этим сейчас не поспорят ни синоптики, ни ученые. Ну а на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть позитивные новости, вы можете присылать их на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардышевская. Увидимся в эфире.